Уважаемые коллеги, добрый день. Keterlibatan Barat dalam konflik di Ukraina semakin membuat Rusia geram. Menurut Rusia, pengiriman senjata ke Kiev hanya akan memperpanjang konflik. Rusia juga memperingatkan bahwa tindakan semacam itu dapat memicu eskalasi tak terduga. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada Selasa 7 Februari. Shoigu mengungkap alasan mengapa konflik di Ukraina tak kunjung berakhir. Menurutnya, hal itu disebabkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya yang terus memasok senjata ke Kiev. Bulan lalu, Pentagon mengonfirmasi pengiriman tank tempur Abrams M1. Sementara Jerman dan Inggris akan mempersenjatai Ukraina dengan tank Leopard 2 dan Challenger 2. Menanggapi hal ini, Shoigu menegaskan bahwa pasukannya tidak pernah takut. Bahkan, pasukan Rusia didorong untuk menghancurkan peralatan tempur di medan perang. Moskow telah berulang kali memperingatkan Barat agar tidak mengirimkan senjata ke Ukraina, sebab tindakan itu hanya akan memperpanjang konflik dan semakin banyak pertumpahan darah di Ukraina. Его эскалации. Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемые Киеву вооружения и технику, как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях. Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за первый месяц текущего года они составили более 6500 военнослужащих, 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов, 341 танк и другие боевые бронированные машины, 40 боевых машин и активных систем залпового огня. Понимая, что победить Россию военным путем не удастся, украинское руководство продолжает прибегать к преступным действиям по устрашению граждан в новых субъектах России. Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения, совершают террористические акты на государственных и социальных объектах. О варварской сущности украинского руководства также свидетельствует его нежелание прекратить огонь на время православного Рождества. ВСУ в этот период цинично вели интенсивные обстрелы населенных пунктов. Всего противник произвел свыше 550 артиллерийских и минометных обстрелов. Украинская артиллерия подавлялась ответным огнем российских войск. Продолжим обеспечивать безопасность российских граждан в новых регионах и защиту жителей Украины от геноцида со стороны киевского режима. Переходим к тематической части. Вначале рассмотрим вопрос переоснащения орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. В рамках решения этой задачи осуществляется разработка и создание спутниковой системы всепогодного дистанционного зондирования Земли. Полученные данные будут способствовать повышению эффективности применения войск. Созданием системы занимается научно-производственное объединение имени Лавочкина. Сегодня рассмотрим ход проведения опытно-конструкторских работ и определим основные сроки его выполнения. Далее обсудим реконструкцию Байкало-Амурской магистрали с апреля 2021 года. По поручению президента Российской Федерации железнодорожные войска привлечены к сооружению земляного полотна в ходе реконструкции участка Улак-Февральск общей протяженностью 339 километров. В работах задействовано более 1000 военных железнодорожников, используется порядка 900 единиц автомобильной и специальной техники. Всего предстоит произвести отсыпку земляного полотна общим объемом более 6 миллионов кубометров земли. В настоящем времени на 10 объектах реконструируемой железной дороги завершены основные и наиболее трудоемкие виды земляных работ. Набранный темп и организация строительства позволяет выполнить государственную задачу в установленные сроки. Сегодня подведем промежуточные итоги и наметим дальнейшие действия. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.